Ну, начну с того, что все-таки, наверное, с этой ноты. Вот. Ты знаешь, как-то Владислав Григорьевич часто мне говорил: Астик, не спеши, спешка хороша в ловле блох. Вот. Здесь вопрос вышел в публичную сферу. Его так просто замылить не получится. Вот. Почему я все время говорю, что я вот против вхождения Абхазии в союзное государство России и Беларусь? Но они же так не могут ответить. Тогда, получается, парламент был введен в заблуждение. Вот. Здравствуйте, в эфире очередной выпуск «Чегемской правды». И сегодня мы будем говорить опять, в общем-то, о внешнеполитической деятельности. Не более так или иначе, действия нашей власти, они все время крутятся вот в орбите мировой политики. И та повестка, с которой мы сталкиваемся в обычной жизни, и та, которая существует, в общем-то, там все время артикулируется властью, она так или иначе, опять же, это как бы не абхазская повестка, это вот та повестка, которая продиктована вот нынешними геополитическими реалиями, я так считаю. В общем-то, сегодня мы об этом поговорим с нашим постоянным экспертом Астамуром Тане. Астамур, добрый день. Добрый день. Ну, начну с того, что все-таки, наверное, с этой ноты, связанной с Пицунской госдачей, с передачей госдачи Российской Федерации, да, вот нота, которая пришла в МИД, и где Министерство иностранных дел России, оно, в общем-то, недовольно вот этим пакетом, который образовался, в который был упаковано это соглашение, точнее, ратификация этого соглашения, то есть конституционный закон, по которому невозможно передать эту госдачу третьим лицам и так далее. Вот Россия, и эта нота, в принципе, говорили, что она там в начале февраля, там чуть ли не, может, даже и в январе пришла, но вот в итоге признались, что вот совсем недавно, что она наконец дошла. Многие задаются вопросом, что дальше? Вот как ты думаешь, какой выход может быть вот из этой ситуации? Ну, во-первых, с текстом пока ноты официально никто не ознакомил, но уже, скорее всего, будет таким образом, что все, кого интересует текст, с ней ознакомятся, прежде чем она будет официально представлена. Да, уже, я думаю, только ленивый, не интересующийся этим вопросом, что-то не читал из этой ноты. Но будем исходить из того, что мы ту ноту читали. Вот. Подтвердилось, да, как и предполагалось, что вызвало неприятие, фактически ограничение права собственности, в том числе в вопросе передачи третьим лицам. Вот. Ты знаешь, как-то Владислав Григорьевич часто мне говорил: Астик, не спеши, спешка хороша в ловле блох. Вот. Здесь все это и соглашение, и потом то, что принималось в ночное время, все это результат спешки, куда-то уложиться в какие-то дедлайны, вот, обещали в какие-то сроки и получили такой сомнительного качества продукт вообще во всех отношениях. И никакого ни политического эффекта от этого не получили. Я думаю, что нехороший осадок остался и у российской стороны. Просто изначально в работе над этим соглашением были допущены встроенные ошибки. Мы об этом много раз говорили. Вместо того, чтобы вернуться на исходную точку, выработать нормальный документ, в котором будут отражены вот эти все позиции, которые озвучивались. Вот. Предпочли вот такой способ решения вопроса. А что будет сделано, я не знаю. Я думаю, самое вероятное, что вот так будет лежать или висеть этот вопрос, не знаю сколько времени, достаточно длительное время. Потому что на это же надо что-то отвечать. Что могут ответить?
что конституционный закон ниже соглашения, хотя этот конституционный закон принимали, чтобы ограничить это соглашение. Но они же так не могут ответить. Тогда, получается, парламент был введен в заблуждение. Вот. У нас совершенно, кстати, напрасно представляют парламент как какой-то такой пластилиновый орган. Это совершенно не так. Потому что депутаты, провластные они или какие, они тесно связаны с нашим обществом. Они гораздо теснее связаны с обществом, чем исполнительная власть. Они более чувствительны, что называется, к сигналам от общества, которые поступают. Поэтому, естественно, они не будут послушным орудием, тем более, что это ни к чему хорошему не ведет. Ни исполнительную власть, ни их. Да, понятно, там парламент может не делать никаких... Нет, парламент что? Парламенту официально ничего не принадлежит. Да, а парламенту ничего не... Должна отвечать исполнительная власть теперь. Да, исполнительная власть, но в нашей истории уже бывали разные... Коллективное послание от абхазского народа в МИД России в ответ на НОТ. Тут должен отвечать его уполномоченный орган. Но все-таки вернемся вот к такой истории. В нашей истории были разные прецеденты, связанные, опять же, с нотами, с различными соглашениями. Да, я напомню, что железнодорожное соглашение по выделению Абхазии железнодорожного кредита в 2 миллиарда рублей, там это было в 2010 году, если я не ошибаюсь, это соглашение не было ратифицировано парламентом, но в свое время там в МИДе как-то так произошло, МИД отправил бумагу в Министерство иностранных дел России, согласно которому этот документ был ратифицирован абхазским парламентом. Эта история так неизвестна. Было так, не было. Вот. Нет, то, что факт... Ну, я что хочу сказать. В данном случае это не получится. Потому что здесь вопрос вышел в публичную сферу. Его так просто замылить не получится. Это будет проявлено неуважение и к парламенту, вот, и к общественности, которая об этом много говорила. Я думаю, что это не тот случай. Случай, когда можно вот так в темную. Да, потому что тогда смысл всех этих движений политических, организованных исполнительной властью, с принятием в качестве компромисса для парламента вот этих вот изменений в закон, нового закона, да, конституционного. Вот это все тогда, ну, это будет скандал. Но все-таки сейчас парламент, вот буквально там дней 10 назад он принял закон, при котором все международные соглашения, они предварительно перед подписанием за 10 дней должны быть представлены в парламент, и парламент должен ознакомиться с ним. Ну, я так понял, что парламент должен именно завизировать, что он согласен, в общем-то, на такой проект, и чего ранее не было, да, и теперь законодательная власть берет внешнеполитическую деятельность фактически под собственный контроль. Как ты вообще к этому относишься? Ну, вообще у нас все, что происходит, оно говорит о том, что та политическая система, которая у нас установлена Конституцией, с такой ярко выраженной вертикалью исполнительной власти, она трещит по швам. Потому что когда возникают подобные ситуации острые, ну, казалось бы, используй свои конституционные полномочия для преодоления кризиса. Но оказывается, что не получается это таким образом решать. Поэтому естественным путем, и политические институты это поняли, общество ощущает, может, даже на интуитивном уровне, вот, что такая форма правления в Абхазии, она противоестественна. Отсюда такие вот решения.
То есть, с одной стороны, это на самом деле встречное движение, как там власть не пыталась бы как-то усилить свои там позиции, влияния. Когда дело доходит до кризиса, исполнительная власть первое, что делает, она стремится разделить ответственность с парламентом, чтобы не самой это, хотя у нее все полномочия для этого есть. Вот, поэтому процесс этот идет. Я думаю, что это решение, конечно, оно своевременное. Посмотрим, как президент подпишет его или нет. Это своевременное решение, потому что мы небольшая страна, и очень много зависит в нашей судьбе от разных соглашений, которые для другой страны, они вообще бы было смешно, что в Абхазии каким-то важным вопросом являются там апартаменты, допустим. Ну, у нас своя специфика есть. Поэтому это позволит усилить контроль со стороны общества за судьбоносными для нас вопросами. Они не могут так осуществляться кулуарно в кабинете в рамках там, исполнительной власти. Но вообще у меня такое складывается ощущение, что вот эта пицунская история, то есть я говорю о том, как принималось это решение в парламенте, да, под давлением там президента и так далее, вот это ночное там заседание, там решение, которое было под утро принято, и фактически у меня ощущение, что вот президент, исполнительная власть, они подставили парламент, и парламент сейчас страхуется, то есть, по крайней мере, вот эта нота, о которой сейчас все говорят, и, в общем-то, она как бы противоречит тому, что нам говорили там власти. Я думаю, тут не было сознательно кого-то подставить, просто это по Черномырдину получилось. Хотели как лучше, а получилось как всегда. На самом деле нам, знаешь, мы все время будем сталкиваться с этими ситуациями, пока нам на самом деле нужно, как это называется, гармонизация в полном смысле слова отношений между нами и Россией. Ну, мы сейчас гармонизируем. Нет, я имею в виду гармонизация межгосударственных отношений. От такой гармонизации у нас как раз дисгармония происходит. Вот. А мы должны показать, ну, во-первых, почему Абхазия в течение десятков лет она избирает ориентацию на Россию внешнеполитическую. Для самосохранения. Вот. Это нашим партнерам надо объяснить. Мы взяли, потому что трудно понимать, у Абхазии и у России разные ТТХ. Это гигантская страна с многомиллионным населением, а здесь, ну, понимаем. Но с их позиции, если мы это не объясним, ну, трудно, вот я сомневаюсь, что где-то сидят в каком-то большом кабинете и каждый день думают, что там в Абхазии происходит. Правильно? Значит, инициатива должна от нас исходить, на настоящая подлинная гармонизация. Вот. Почему я все время говорю, что я вот против вхождения Абхазии в союзное государство России и Беларуси? Ну, во-первых, я на это не смотрю серьезно, на это предложение, потому что его никто всерьез и не рассматривает. Потому что оно и называется союзное государство России и Беларуси. И они... Две эти стороны выстраивают удобные для себя отношения. В чем-то уровень интеграции России и Белоруссии ниже, а в чем-то и выше, чем у нас. Вот. У нас, например, в отличие от России и Белоруссии, у нас нет своей валюты. Мы пользуемся российским рублем. То есть фактически Абхазия – это протекторат. Это двусторонние отношения. То есть когда небольшая страна фактически делегировала большой стране вопросы своей безопасности. Вот. В рамках этой вот конфигурации нам гораздо удобнее взаимодействовать на двусторонней основе с Россией, выстраивая, развивая нашу договорную правовую базу. Так нам гораздо удобнее. Нас в Союз России и Беларуси никто не приглашает и вряд ли пригласит. Вот. Сомневаюсь, что Александр Григорьевич прям об этом мечтает. Вот, чтобы появился третий игрок, а может четвертый в виде Южной Осетии, чтобы мы им там мешались. Вот.
Да, поэтому нужно заниматься тем, что входит в наши возможности. Потому что у нас зачастую внешнюю политику уже превратили во внутреннюю, которая является просто пропагандистским шумом. На самом деле за этим ничего не следует и не последует. Вот. Еще раз возвращаясь к гармонизации отношений Абхазии и России, нужно сказать, вот у нас ваши войска здесь стоят. Мы находимся в рублевой зоне. Мы осуществляем по нашему договору о союзничестве скоординированную внешнюю политику. Вот. Вот это базовые вещи. Нам они необходимы гораздо больше, чем вам. Никто никуда не убегает, никто никуда не собирается. Потому что это в наших интересах. Но если, допустим, будут там... Часто это, кстати, по нашей инициативе происходит. Просто из-за того, что там какие-то коммерческие интересы люди решают, пытаются втянуть Россию в наши внутренние дела. Это будет всегда вызывать отторжение. Вот даже наши, если будут пытаться это сделать, я понимаю, такие соблазны существуют, вот, у разных политических игроков, не только у власти, показать, что мы вот святей Папы Римского. Вот. Здесь этого соблазна нужно избежать, потому что мы утрачиваем тогда цели, для чего мы и поддерживаем, и выстроили такие отношения с Россией, то есть для самосохранения. Потому что если у нас, допустим, произойдет вытеснение нашего бизнеса российским бизнесом, полное вытеснение его, или, допустим, у нас кардинальное произойдет изменение демографической ситуации, ну, тогда Абхазия не будет существовать. Зачем это тогда все? Но это же надо, вот исходя из этих позиций, я думаю, это будет вполне правильно понято. Здесь масса направлений, куда можно привлечь российский бизнес. В инфраструктуру можно привлечь, не знаю, в транспортную инфраструктуру. Масса возможностей, не знаю, в рекреацию, там, определить какие-то правила, которые выгодны не какой-то небольшой группе. По трудовым нашим резервам определить их возможности, как они могли бы от этого получить выгоду. Широкие слои населения как могли бы от этого. Вот если это уже наше внутреннее дело. Россияне за нас эту работу не проведут. Поэтому с двух сторон нужно провести, определить рамки нашего сотрудничества. Они в общем определены, и мы должны их соблюдать. Мы должны этим вопросам следовать. Вот ты говорил, что вот этот внешнеполитический вот этот фактор сейчас стимулируется нашими властями, да, и ты там как бы обозначил какие-то, возможно, там какие-то существуют коммерческие интересы. Не кажется ли тебе, что... Да, я не исключаю, что там есть и коммерческие интересы. У нас вообще всегда любая власть, там обильное присутствие коммерческого интереса было. Но мне кажется, здесь все-таки влияет то, что до выборов президентских остался год. И идти на выборы с какой-то новой повесткой у нынешнего президента, если он, наверное, будет баллотироваться, мне кажется, что он все-таки будет баллотироваться, да, у него как бы повестка с той, с которой он шел как бы вот в 2020 году, она, в общем-то, эти обещания, они не были выполнены, то есть там реформы и так далее, это все как-то забылось. Сейчас, мне кажется, единственная возможность у нынешней власти как бы самосохраниться, это вот играть вот на внешнем факторе, играть на тех противоречиях, на том кризисе, который сейчас существует между Россией и Западом, да, и вписаться вот в эту картину, да, и как бы показывать... Борются с некими темными силами. Да, что борются с некими темными силами, и вот если вот так посмотреть там все эти там работу там нашего Министерства иностранных дел, там заявление президента, такое ощущение, что вот как бы линия фронта проходит вот здесь, и наши вот как бы стоят там насмерть и так далее, да, и при этом мы, в общем-то, говорим
то есть о внутренней повестке не говорим, и мы говорим о том, что нам надо как-то жертвовать, то есть вот какие-то вещи абсолютно не свойственны и нашему менталитету, и нашим как бы тем устремлениям, которые формировались все эти годы, послевоенные годы, да, то есть они как-то нам предлагают, видимо, пожертвовать, да, то есть вот тот же закон об иноагентах, да, наблюдаете все эти дискуссии по этому поводу, да, и то есть я вижу как бы какой-то некий идеологический, такой пропагандистский, с одной стороны, как бы пропагандистскую такую риторику со стороны власти, это где-то там порхающее, да, вот из учебников советского периода, когда мы там... Знаешь, что у нас это... Все очень часто цитируют Фазиля Абдуловича Искандера. Ну, во-первых, наше общество гордится, что он наш земляк. Вот. Но такое ощущение, что многие его так и не поняли. Да. И больше руководствуются идеями другого нашего знаменитого земляка Лаврентия Павловича Берия. Вот. Но это, скорее всего, здесь не пройдет. Видно вот стремление такое создать атмосферу такой морального, вот такой подавленности, страха. Ну, на самом деле, знаешь, абхазское общество, ну, всякое может быть, но абхазское общество, оно не имеет права на страх. Потому что если бы абхазское общество было подвержено страху, ну, мы живем в таком уголке мира, вот, очень привлекательном, вот. Если бы мы были бы пугливые, трусливые исторически, ну, мы бы его никогда не сохранили. Вот. Поэтому здесь нам важно что? Нам нужно сохранить наши многочисленные горизонтальные связи. Какое средство от вот этой вот пропагандистского звона, которое власть создает? Ну, мы все друг друга знаем. Надо же соизмерять, вот смотреть на то, что они говорят, и соизмерять с людьми, которые тебя окружают. Это раз. Второе, мне кажется, что власть очень сильно ошибается, что это ей принесет электоральный какой-то успех, эта политика. Потому что, ну, честно говоря, надо признать, что о работе неправительственного сектора в Абхазии знают мало. Вот. Но даже те, которые вообще не слышали о неправительственном секторе, ну просто надо социологию провести, они крайне негативно оценивают деятельность нашей власти. То есть это вещи не взаимосвязаны. Вот это надо понимать. Вот. Так что ты справедливо сказал, если бы они хотели, вернее, они могли бы рассчитывать на продление своих полномочий, если бы они занимались какой-то абхазской повесткой. Ну, теми вопросами, которые всех волнуют. Это экономические вопросы, безработица, демография, сохранение. Ну, что же, это же известно, что мы народ, находящийся в очень тяжелом, уязвимом состоянии. Вот. Вместо того, чтобы заниматься разрушением наших традиционных ценностей, среди которых вот эти вот тесные вот эти связи, взаимовыручка, избегание конфликтов. Вот в нашей традиции, вот вы же замечаете, когда какая-то полемика идет, очень у нас принято в некотором царстве, в некотором государстве некто. Это для чего делается? Чтобы избегать непосредственных прямых конфликтов. Вот, если мы эту систему разрушим, в том числе через такое законодательство, но это вообще в целом будет плохо, и не только сейчас, это будет пролонгированный эффект иметь. И это обязательно бумерангом вернется тем, кто это инициирует. Потому что, во-первых, я думаю, что это получит такую негативную оценку. И в короткой исторической перспективе этим людям будет просто стыдно со временем, я уверен. Вот, в общем. Ну, общественное неприятие этого будет проявляться. Это нужно иметь в виду. Это вот как было после того десталинизации. У нас же многие люди стали нерукопожатыми после этого. Вот. Это тоже надо иметь в виду.
Поэтому надо сохранить все-таки, исходя из того, что наш народ небольшой, нужно друг друга поберечь. Потому что, ну, вот для этого абхазская дипломатия очень подходит. Она может кажется, что да, там какая-то там двойная мораль какая-то, кажется, заложена, вот, но это апробированный способ. Нужно разговаривать со своими людьми и попытаться избежать максимально внутренних конфликтов. А выборы уже, они от вот этой кампании, они только себе ухудшают положение этой кампании. Потому что, можно даже выиграть выборы, но управлять-то будет невозможно. Уже пример есть. Астамур, я бы хотел коснуться еще одной темы. Она связана с той информацией, которая там на прошлой неделе там в грузинских СМИ активно муссировалась. Это встреча вице-спикера грузинского парламента, одного из лидеров грузинской мечты Гии Вольского с неким бизнесменом, российским бизнесменом с грузинскими корнями по фамилии Хидашели. Они в кафе встречались и обсуждали, и Хидашели докладывал, что он там встречался, там имя не называет, но он говорит там с министром внутренних дел и так далее, и они обсуждали там восстановление железнодорожного сообщения. При этом потом уже Хидашели говорил о том, что вот нужно с абхазцами как бы договариваться и там создать конфедерацию. И в грузинской прессе там эта вот вещь активно муссировалась, да, и тот же Вольский потом комментировал ситуацию, говорит, я этого человека вообще первый раз видел, да, вот разговаривали, да, и вот он что-то там предложил, и пока, в общем-то, каких-то телодвижений в этом нет. И наш министр внутренних дел, кстати говоря, заявил, что он вообще первый раз слышит, кто такой Хидашели, а Вольского знает только по СМИ, не более того. Но, тем не менее, в общем-то, эта история, как бы, наверное, дала некую пищу для размышлений. У нас каких-то активных переговоров с Грузией нет. Женевская дискуссия, она, в общем-то, не тот формат, где какие-то важные вещи обсуждались бы, да, то есть, с другой стороны, у Грузии активно, как бы, развиваются отношения с Россией, да, и мы это видим по и бизнесу, по торговле, по экономическим отношениям между этими двумя странами. Кроме того, вот сейчас, как бы, опять же, в разных СМИ говорится о том, что как бы Москва рекомендовала Сухому и Цхинвалу как бы воздержаться от как бы от критики действий грузинских властей. И как бы и мы, в принципе, видим, что у нас, в общем-то, наши власти... Сталин нахваливает. Да, стали нахваливать, да, говорят, что это вот как бы достаточно взвешенная позиция у правительства Грузии, разумная позиция, да, то есть сейчас вот все копии ломаем мы от Дикий Запад исключительно. Мы же с Америкой непосредственно граничим. Ну да, с Америкой, с Евросоюзом, да, вот как бы... вот такая ситуация есть. При этом, как бы, есть вот в обществе есть такое, как бы, подозрение, что насчет Абхазии вот какой-то идет кулуарный российско-грузинский какие-то переговоры идут и без нашего участия. Вообще, как вообще вот в этом треугольнике нам себя вести? Слушай, мы много раз это обсуждали. Здесь все по Марксу развивается.
бытие определяет сознание. Россия – самый крупный экономический и политический фактор на постсоветском пространстве. Вот. Можно, имеешь ты с ней дипотношения, делаешь вид, что она существует или не существует, это на практическую ситуацию влияет мало. Так называемые кулуарные контакты России и Грузии, они имели место всегда. Вот. И там вот эти так называемые представительства Швейцарии, фактически там это такие кулуарные посольства двух сторон в столицах. Вот. Помним, как по ВТО обсуждали вопрос, уже ж тогда дипотношений не было. Вот. Так что Абхазия всегда должна иметь в виду, что здесь решаются стратегические вопросы, геополитические вопросы. И от того, насколько она будет субъектна в этих вопросах, это зависит от Абхазии. Вот. Она должна быть инициативной. Вот у нас сейчас пытаются придушить НПО в качестве экспертных площадок, а это инструментарий для абхазского государства. Да и не только. Это возможность осознать свое место, обкатывать свои идеи, предлагать, почему у нас НПО, сектор НПО, вся его работа на вот этом на грузино-абхазском треке на международном, она была тесно связана с нашими властями. Вот, вот пример приведу. Вот сейчас там пишут на разных этих как темных сайтах, что там я ездил там в Стамбул в 22 году с Ливаном Микава. Я тоже. Да, ты тоже с Ливаном Микава. Мы там с турецкими какими-то, не знаю, какими-то силами там договаривались. По итогам этой, там были, кстати, представители России на этой конференции. По итогам этой поездки мы все пошли к президенту Бжане, обсудили ту повестку, которую мы там обсуждали, и была сформирована тогда комиссия по транзиту, куда мы с тобой входили. Вот. Потом, правда, мы не знали, что нас за это же будут ругать, вот, за то, что мы там какие-то ведем непонятные какие-то игры за спиной наших властей. Вот. Вот таким образом это работало. Вот. То есть у нас инструментариев не так много, мы не должны их обрезать. Вот сейчас мы занимаемся там, не знаю, выдавливаем отсюда UNDP, потому что у них доноры, которые там из недружественных стран. Но в таком же смысле Россия может покинуть ООН, потому что большая часть финансирования ООН – это американская. Россия гораздо меньше ООН платит, чем Америка. Можно сказать, вот там недружественные страны, все голосуют на генассамблеях. Они же все платят деньги. Можно так хлопнуть дверью и сказать, мы выходим из ООН. Ну, это же не делается. Используется та трибуна, та площадка, которая есть в распоряжении. Бывают сложные времена. Вот у нас сложные времена, но нужно максимально это сохранять. Ну, в конце концов, я думаю, что если так это продлится, уйдет UNDP отсюда. В итоге что мы получим? Мы получим несколько десятков или сотен безработных, меньше придет инвестиций в Абхазию, каких-то не получим важных там медикаментов, для кого-то это очень важная помощь, да. Что мы от этого выиграем? Не думаю, что это общий фон улучшит. Поэтому мы должны понимать, что мы, возвращаясь к тому вопросу, что мы являемся региональным фактором. Это и хорошо, и плохо. Если ничего не делать, будут вопросы решать без нас. Если мы будем инициативными, какие-то идеи предлагать, вот, и нашим партнерам, и в публичном пространстве будем об этом говорить, тогда наши интересы будут учитываться. Диалог между Россией и Грузией, он будет продолжаться. Он и при Саакашвили шел, тем более он и при этих властях будет идти. В целом, конечно, их политика, вы помните, что при них прекратились диверсионно-террористические акты в Гальском районе, да. Какие-то шаги важные с их стороны были сделаны. Но это тоже надо учитывать. У нас так или иначе происходит трансграничная торговля.
Сейчас пытаются ее легализовать. Тоже движение в верном направлении. Вот. И транзит – это правильная идея. Вообще она не только России выгодна, там, как говорят, это только российский дискурс. Она в целом выгодна региону и многим внешним акторам, потому что регион перестанет быть фактором нестабильности. Вот. Совершенно другая картина будет. Поэтому это все надо учитывать. Не заниматься, не знаю, страусиной политикой или не подменять реальную политику пропагандистским каким-то, который меняется, как ветер. Мы же видим, сегодня одна пропаганда шла, а завтра другая. Вот. Не очень, кстати, успешно это. Вот. Это все надо учитывать. Это фактор нашей безопасности. Надо спокойно все-таки к этим вещам подходить, солидно. Солидно надо выглядеть. Потому что люди, которые вызывают самоуважение, вернее, которые имеют самоуважение, они и внешнее уважение имеют. Вот. Вот что я, в общем, хотел сказать. Ну, в общем-то, я буду завершать наш разговор. И я, кстати говоря, возвращаюсь, опять же, к вот этому взбросу в СМИ, который в грузинском произошел, вокруг там якобы состоявшейся встречи между грузинскими представителями и абхазскими. Честно говоря, я ничего против не имею того, что если представитель абхазской власти будет встречаться с представителем грузинской власти, пусть это будет как бы какие-то, может быть, неформальная встреча и так далее, и это будет в интересах, допустим, нашего государства, и там, естественно, если там устроить и грузинскую сторону, если это тоже будет им интересно, я, в принципе, ничего плохого в этом не вижу. Мне кажется, наоборот, нужно как-то активизировать, тем более, если речь действительно шла там о восстановлении железной дороги. Мне кажется, такие вещи надо приветствовать. Мы просто в какой-то период перестали вообще, как бы у нас как бы черно-белый телевизор встал, то есть... Эти вопросы у нас обсуждались исключительно на неправительственном секторе. Нет, и власти в свое время тоже обсуждали, да. Ну, чаще да. Вот в твоих передачах мы все время говорили о том, что, допустим, реализация разных проектов, она способствует нашей субъектности. Вот мы не раз об этом говорили. Это надо иметь в виду. И надо, наверное, мне кажется, все-таки более активно именно дипломатию развивать. Именно дипломатию, не превращать нашу дипломатию в некое министерство, идеологическое министерство, и вести в это непростое время созидательную работу, которая бы нам помогла бы сохраниться и дальнейше развиваться. Вот согласно тем целям и задачам, которые мы в свое время себе поставили, и которые сейчас вот пытаются как-то подвергнуть некой ревизии. Но, тем не менее, мы будем надеяться, что вот этой ревизии не произойдет. Абхазы – народ везучий. Очень много сделали для того, чтобы исчезнуть, но остались. Вот. Будем надеяться, что к этому нашему традиционному везению еще добавить бы немного осознания окружающего нас мира и то, что у нас самими внутри происходит. Ну, на этом мы будем завершать нашу передачу. Я напомню, что нас можно смотреть на YouTube-канале «Чегемская правда», нас можно смотреть в эфире телеканала «Абаза», нас можно смотреть на одноименной странице в Facebook, нас можно смотреть на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Я еще раз напомню, что сегодня мы говорили о внешней политике, о нашей участии в этом процессе, который сейчас происходит в мире, и как все это коррелируется с нашей абхазской повесткой, с нашим постоянным экспертом Астамуром Таня. Астамур, большое спасибо. До свидания. До свидания.